3 октября, город Якутск. Сегодня очень-очень недоброе утро. У меня просто разрывается телефон по поводу того, что ГРЭС увален трупами собак. Очень много то ли застреленных, то ли отравленных. Вот, смотрите. Раз труп. Видим, да? Лежит. Вот. Чуть подальше еще один труп лежит возле блюза. И вот такая вот картина до самой оптовки ГРЭС. Все усыпано трупами. Вот отверстие от дротика, дротики забрали. Стреляли дротиками. Все трупы свежие, теплые. Кобель. Хозяева, домой не ждите. Вот еще одна в красном ошейнике. Тоже мальчик. Еще одна собака беркованная, отравленная. Красивая ГРЭСовская, все ее тут знают. Дети ее тут безумно любят. Сейчас ее повезем в клинику. Надеюсь, собаку получится спасти. Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И несмотря ни на что, ни на какую обстановку в мире, что бы ни происходило в любой точке нашей страны или планеты, пожары и наводнения у себя дома или военные действия и мобилизация по всей стране, неважно. В Якутске один курс – борьба с собаками. Других проблем нет. Это не спонтанная стрельба шизофреника-одиночки. Это спланированная очередная акция. Не без согласования с местной властью. Наоборот, с их подачи. Убивают массово, стреляют метко. Кровавый мэр с Нового года бесперестанно ведет работу по уничтожению, не разбираясь, собаки домашние или бездомные, добрые или злые. Не проводится властью работа с населением о пропаганде стерилизации, о запрете самовыгула, о сокращении бизнеса на разведение питомниками собак, о ликвидации питомников и так далее. У чиновников и их прихлебателей свой бизнес – убивать. И это происходит в то тяжелое время, когда каждый человек должен задуматься, кто он, что он, зачем он здесь. Созидатель ты или разрушитель. Работа над собой, изменить себя, свое отношение ко всему, к живому на земле. Ничего этого не происходит в Якутске. Ни до чего им нет дела. Только одна проблема – собаки. Один мужчина, прохожий, сегодня встретила, сказал, что ее хотели застрелить, она убежала. Они ему не дали застрелить. Ну, дротик стрельнуть. Она вообще очень добрая собака. Да, Машка? Ой, ты такая хорошая. Ее и дети все знают. Школа рядом, она ходит в школу, они там ее все любят, все знают. И в это же утро в этом районе попала под обстрел добрая собака Маша. Она жила в этом районе, любила детей, играла с ним, и они бежали к ней. Ждала их из школы. Все ее знали. Дротик чудом не попал в нее, пролетел мимо. Собака успела отскочить. Рядом оказался человек, который потребовал не стрелять в эту собаку. В общем, собака уцелела случайно, но ненадолго. Регулярно здесь отстреливают. Отсюда же мы забирали летом и Купера, из которого успели выдернуть дротик. Купер в итоге у нас в Москве, а вот Маша в опасности. Эти люди стреляют и в домашних собак, что в палисаднике и что на цепи. Машу привязали на цепь временно, но обратились с просьбой забрать, не жилец она там. К тому же у нее венсаркома и надо срочно лечить. Собака очень добрая, душевная. Друзья, мы будем ее спасать. Тогда нужны финкураторы, финподдержка. Теперь без этого, но никак.
Кто готов подключиться на любую сумму из последних сил, превозмогая ту усталость? Спрашиваю я вас. А заодно хочу показать вам вот этих двух щенков. Они как бабочки-однолетки. Лето повезло им прожить. Жили под домом, бежали к детям играть на площадку, но закончилось лето и беззаботное детство. У одного уже порезана шея. Ну а далее также убьют дротиком. Малыши держатся рядом друг друга, не убегают от дома, к которому привыкли, но жить им там не позволят. Дни сочтены. Температура начинает резко падать. Дело идет к лютой зиме. Вчера было -1, сегодня -10. И кругом одна смерть и жестокость. Друзья, а на них кто-нибудь откликнется из финкураторов? От этого зависит их жизнь. Пишите мне на WhatsApp. Спасать или не спасать? Жить им или... Теперь насчет краснодарской Лики, у которой венсаркома. Очень оперативно, на следующий же день после приезда, удалось попасть к онкологу, сделать обследование и начать лечение. Уже сделана первая химия. Хорошо, что и винкристин оказался в наличии. Надеемся, что мы успеем спасти Лике жизнь, ведь ей предстоит пройти несколько курсов таких капельниц раз в неделю. А весит она всего-то 8,5 килограмм. Вот такая малышка, такая терпеливая, ласковая, добрая и благодарная. Спасибо, друзья, всем, кто помог Лике на обследование и лечение первого курса химии. Спасибо. Мы с вами спасли сотни и сотни жизней, в то время, когда люди или не люди, они вовсе убивают самым жестоким способом. Мы с вами спасаем. Спасаем тех, кого можем, кого успеваем. Я прошу вас вашей помощи и поддержки. Что касается Якутска, здесь или думать и спасать быстро, или просто не успеваем. Пассажиры тоже появляются быстро, неожиданно. Значит, должна быть подготовка, мы должны быть готовы, спасаем или нет. Нет времени на раздумье, должны быть деньги на перелет, на случай внезапного вылета. Друзья, надо все делать одновременно и очень оперативно. Так спасаем или нет?